Родные политзаключенных рассказали о нарушении прав их родственников. В оккупированном Крыму общественное объединение «Крымская солидарность» провела пресс-конференцию, на которой шла речь о нарушениях прав заключенных по так называемому делу Хизбут-Тахрир. Крымская ФСБ уже более года проводит рейды с обысками и задержаниями крымских мусульман, обвиняя их в участии в запрещенной в России организации. Почти все задержанные находятся в крымских СИЗО. Вот уже на протяжении 2 лет происходят пропажи и бесследные исчезновения людей, обыски в домах мусульман с последующими арестами. Уже полгода со всех уголков мира доносятся вопросы и возмущения людей, где Эрвин Ибрагимов. Люди незаконно содержатся в тюрьмах со всеми вытекающими последствиями и трудностями. Это случай с Арсеном Джипаровым, когда его сразу после операции отправили в тюремную камеру, лишив послеоперационного ухода, в том числе и обезболивающих средств. Отдельного внимания заслуживает помещение, по нашим данным, 5 заключенных крымских мусульман в психиатрическую больницу. Сюда можно отнести и свинину, подаваемую в пищу мусульманам, несмотря на категорический запрет ее употребления в исламе, и отсутствие возможности проведения коллективной пятничной молитвы. Давление на адвокатов, юристов, правозащитников – это и попытка вторжения в офис адвокатов Курбединова и Семедляева, и привлечение адвоката Полозова в качестве свидетеля в деле по запрету Меджлиса, что даст возможность вывести его как защитника из уголовных дел. Оказывается, систематическое давление на журналистов. Сегодня сыновей нашего народа назначили преступниками. Не потому, что они совершали какие-то преступления, а потому, что так кому-то хочется. Жены и дети, о которых заботится их муж и отец, должны принять, что он преступник. Народ, в конце концов, должен принять, что он вновь преступник. Никогда такого не будет. Мы никогда это не примем.